Здравствуйте, вы долго ждали, я знаю. Говорите, кто вы, откуда и задавайте свой вопрос. Здравствуйте, Луганщина. Совсем недолго я ждала. Вы знаете, я хочу сказать, что история – это не наука. Вот наука – это математика. Когда дважды два четыре, независимо от того, кто у власти, там, людоед, диктатор, князь, хан, дважды два четыре, независимо от угла зрения. История – это угол зрения. По истории 2 плюс 2, когда 5,3, когда 4,75. То есть история – это продажная, так скажем, ну, как бы сказать, непонятно что. То есть все зависит от угла зрения, от конъюнктуры. То есть сегодня друзья, завтра враги. Вот это, ну, ваш институт памяти, это беспамятство на самом деле. Вы боретесь с бетоном, с гранитом, в то время как живые представители той судебной коммунистической власти, скажем так, известный адвокат, ну его же никто не трогает. Вы же говорите, ну уж не НКВДисты, чтобы... То есть живых никто не трогает. Но Антон-то как может этим заниматься? Его дело история же. Знаете, с прахом легко бороться. Что касается Крымского ханства, ну, а скажите, пожалуйста, вот алгоритм их действий, чем они, собственно, занимались? Кто наших Роксолан, так сказать, доправлял туда? Да, давайте, смотрите, вас как зовут, простите, пожалуйста? Интересно. Как вас зовут, простите, пожалуйста? Наталья. Наталья из Луганщины, да? Да, да. Во-первых, огромный большой привет Луганщине, людям, которые находятся близко к фронту и понимают, что такое угроза российской аннексии. Также я вам рекомендую прочитать книгу «История крымских татар». Недавно умер историк Валерий Евгеньевич Возгрин, где написано все и про тогдашнюю Украину, про взаимоотношения крымских татар, про все эти сложные вопросы, которые сейчас задаете в жанре художественной литературы, Роксолана и так далее. Там есть все написано как есть, да? Вот когда вы прочтете это, когда у вас образ крымских татар как людоедов и работорговцев уйдет немножко на второй план, вы захотите думать об этом, всерьез думать, вот тогда давайте будете звонить, задавать вопросы. Пожалуйста, не обижайтесь, но я крымский татарин, мне невозможно это слушать, да? Я наслушался про то, что мы... Да, про украинцев плохие вещи только Путин говорит. У вас на генетическом уровне, я не уверен, что у украинцев на генетическом уровне есть ненависть к крымским татарам. Я прошу прощения, но мне кажется, что ваши слова не соответствуют действительности. Мы слишком толерантны, даже к своей истории. То есть, что вы предлагаете? Зачем вы смотрите канал АТР? Это канал кочевников, которые вырезали миллионами людей. Я должна все смотреть. Что хочу, то и смотрю. Хорошо, но смотрите дальше. Может быть, вам придет в голову какие-то другие мысли. Извините, но я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Да, спасибо.